развернувшуюся в Казнете дискуссию, патриотично или непатриотично отдавать детей в русские школы. Есть разные мнения. Некоторые считают, что у таких родителей нет чести, они подчинены рабской психологии. А другие пишут, что на это есть веские причины. Прагматизм вразрез с патриотизмом. Например, в русской школе высокое качество образования. Родители сами обучались в русской школе и поэтому не могут помочь своим детям в учебе на казахском. В результате отдают их в русскую школу. Невозможно сделать карьеру, не зная русского языка. Знание русского требуется во многих местах. Во многом виновата власть. Многие чиновники выступают на русском, проявляя неуважение к государственному языку. Казахский язык остается на втором месте и нужен только для бытового общения. Государственные документы пишутся на русском языке, затем переводятся на казахский. В большинстве регионов рабочие высокой квалификации думают по-русски, у них плохой казахский. Опять же, весь бизнес, технические документы, современные компьютерные программы и приложения – все на английском или русском. Крупные компании, такие как зарубежные СЭП, не используют казахский язык при автоматизации и оптимизации. Значит, молодежь понимает, что казахский не очень будет нужен. Большую роль в выборе языка школы играет прагматизм. Для родителей лучше отдать детей в русскую школу и нанять одного репетитора по казахскому. Это дешевле, чем отдать в казахскую школу и нанять 10 репетиторов по остальным предметам. Государство 30 лет не может решить проблему языка. Поэтому в делах, где не готовы документы на государственном языке, будь то бизнес, учеба или здоровье, люди будут идти по легкодоступному пути. Согласитесь, что сколько бы патриотов ни было, жизнь возьмет свое,